А есть ли, допустим, такие ситуации, когда человек высказывается негативно, так скажем, о действующей власти в Таджикистане, и он уезжает в другую страну? Когда есть договор об экстрадиции, допустим, этого человека, распространены ли такие дела и каким образом действует таджикская сторона в отношении этого человека? Сразу ли предъявляет обвинения, рассматривается ли вообще деятельность этого человека? Потому что есть доказательства о том, что с таджикской стороны как раз-таки идут под пытками, человек как раз-таки признается в том, что он действительно не совершал. Дело в том, что у нас нарушение срока рассмотрения нет на практике, потому что наши судьи и следователи фактически они процессуальные сроки рассмотрения практически не нарушают. То есть волокиты в этом плане нет. Но проблема в другом, что когда человека объявляют в розыск, в международный розыск через Интерпол, естественно, наши органы передают, объявляют розыск и, значит, просят об экстрадиции, задержании и экстрадиции этого подозреваемого, скажем. Но здесь опять-таки человека задержать, экстрадировать, выдать, это зависит от того государства, где он задержан. Опять-таки, если это Россия, Россия зачастую наших граждан использует в политических целях. Если где-то, скажем, ослабление идет в двухсторонних отношениях двух лидеров стран, то обязательно подряд выдают наших задержанных на территории России. Хотя это нельзя, потому что международные нормы права гласят, что человека нельзя экстрадировать в ту страну, где в практике применяются пытки. А у нас, это не я говорю, уже проведенные мониторинги, анализы многих таких международных институтов по правам человека давно выявили, признали, и на сегодняшний день Комитет ООН по правам человека десятки раз признали, что в нашей правоприменительной практике Таджикистана широко применяются пытки. Раз у нас пытки, значит, нельзя человека выдавать Таджикистану. У нас были сколько случаев смертей. Человека задержали, пока он еще находится в изоляторе временного содержания, по каким-то неизвестным причинам человек скончается. У нас реально были возбуждены уголовные дела, были, хотя это мизерное количество, но в любом случае на практике это были и есть.